Вообще, очень рано просыпается. Я в 6 утра стою, Альберт в 7 утра. Это стоит в обед. В итоге... Вы просто видео снимаете, Да. Вы не знаете, где секс-шоп открыт? Не секс-шоп не Да, знаю. секс-шоп, не знаете? Нет. Это в азиатке, я поэтому подумал, что как бы... А вы думаете, Ну, азиатский я просто, да, я секс-шоп просто, я знаете, вообще да? любитель такого азиатского порно, да. Азиатский порно, я там ты мешал? Да, я смотрел, подумал, Ты азиатки шарили, вот да? шарите как. А я просто тоже Ты шарили? приехал из Кабардино-Балкарии, подумал, ну, я просто люблю постропониться туда по жести. Вот так, Курдина, просто так. Мы обозвали азиатками и секс-шоп. Я вообще такой верующий. Это Узбекистан, наверное. Нет. Нет, это красивые девчонки. Башкортостан. Башкортостан, а это у нас что? Это Уфа. Уфа. Ужас с ним. Мы любим по горам Серьезно? лазить, кумыс пить, Кумыс конину пить, есть, да. Кумыс пить. Ну, это, мед это кушать. типа вы так называете, кумыс пить. чай пить, чай. Я же тоже так С со мёдом. своей называю, кумыс мол пить. Кумыс пить. нет. А, именно кумыс? Буквально? Кумыс, да. Что О боже, мында достар, короче, таң тишигинен туралар да бир таң тишигинен сыгабыз, бир экскурсияга барган бында кишилер эле уйкуларга ятмаган. Алар сак мына кайтып баралар, всякий тусалардан, всякий теге нейдерден жүрүп. Подписываюсь под каждым словом. Да. Я говорю, мы уже в город тут поехали, а вы Ну, только домой ну идете. тогда приятного лесбийского вечерочка. Еще и лесбиянками обозвали. Біз просто сидели на лавочке, нәм башы. Біз андай регенема ғұмырда ешітмеген хүддер ешітіп өттік. Я қолдай. Кейін андай хүддер ішкен бар ма? Мен андай немелер вообще білмеймін, нәм башы. Ладно, лесбийский деген немені білем. А қалғаны неме хүддеген, это очень страшные вещи. Мен ешіткенім бар киноларда. Киноларда ғына. Достар. Вот, кстати, мына ертең сау оянасың, театрдан асаң, вот бұнда драка, ақырышалар, бақырышалар, әрдәшәләр, таң тишегенен яңы сақ үйге қайтып баралар. А біз мына видите, как огурчики. Біз сәйестік те бал менен, и мына тауларға менерге кетіп барабыз, достар. Біз бүгін мына тауларға! И никакой да әлемендей секс-шоп бізге керекмей. Ну, менің климакс башталған, менге біріне керекмей уже. Башталмаға, может, білерім. Зритель жесткого секса подошел к нам. Да. Вчера так громко музыка играла. Молитвы читаешь? Приехали на Роза Хутор, вот на этой ласточке. Прикиньте, за 30 минут добрались. А такси бізден ғұрайны 5000 и 1 сағат апарырға. А на электричке быстрее и бір билет турат 290 рублей на одного человека. 275. 275 даже, дешевле, прикиньте. Если так слабо бетенде, где-то от 3 до 5 тысяч, смотря в какое время едешь, и бір сағат алып бара. Мында туралар кішілер, обзорная экскурсия деп. Поездала юридер, обзорная экскурсия предлагать деп. Экскурсии, короче, достар, начиная от 1000 рублей, заканчивая 3000 тоже. Но мы без экскурсовода будем сегодня гулять, доктор. Вот, видите? Такой большой зеленой карты на стене. Надо. Роза Хутор, пробочные билеты за синей стоечкой. Можете взять экскурсию? Мы решили сами, потому что Регина уже, говорит, там была, она, короче, наш гид будет сегодня. Это вот этот автобус бесплатный? О, прикиньте, доктор. Короче, саққаса этой вокзалдан, вот бесплатный автобус. Имейте в виду. Вроде сказали бесплатно. Султан Сулейман. Альберт Кавалда место. Посадили его. Это рюкзагом. Прикиньте, бесплатный автобус. Я впервые вижу бесплатный автобус. Я вчера читал в интернете, Что читал? что бесплатные автобусы все. Не знаю. Я тоже не знаю. Поэтому такси, не стоит сюда ехать. Итак, короче, достар, мы на месте, на Роза Хутор находимся. На бесплатном автобусе доехали. Кафешки есть, можно покушать. Даже Макдональдс есть, представляете, Бургер Кинг даже есть. Посмотрите, какое красивое место. Обалдеть, да? Будем подниматься вот по эти горы. Видали? Вон фуникулеры уже поднимаются. Жалко, дети с нами не поехали. Они не захотели, они решили, что будет целый день валяться на пляже. Вот такие вот терминалы стоят. Вот здесь можно приобрести билеты на фуникулеры. 2 850 на одного человека приобретаете билет. И можно, говорит, на всех фуникулерах туда-сюда кататься, туда-сюда. Вот для меня, да, валяться на пляже – это не отдых. Я вот не люблю такой тюленей отдых. Мы в Турцию тоже летаем, да, в Таиланд тоже. Альберт любит валяться на пляже, попивать пивко. Наш Султан и 2 его наложницы поедем на одном фуникулере. Вот и фуникулеры подъезжают. А сколько ехать? 40 минут. 40 минут?
Фуникулерда 40 минут, мам. Следующий 15-18. Видали? Какой шикарный вид здесь вообще-то! Капец, Достар, тут такой шикардосный вид. Просто мега шикарнейший вид, Достар. Келіп обязательно деньги будет так қыдырқына Достар ятмағы. Шеймай. Башты тығып барғы көре, блин, вот это высота. Был фуникулерда 3 пересадки делаешь. 2 пересадки. Вот у нас была одна пересадка, сейчас 2 пересадка будет. Блин, кто здесь работает? Вот им, наверное, везет Достар. Наслаждаются таким опьяняющим воздухом и так красотой. Ну, наверное, когда работаешь, может, и не видно этой красоты, да? Иртәрсәк килегез. Юкта атмагыз. Если иртәрсәк килегез, кешеләр әзрәк, Достар. Мы вот первые. Самые первые ласточкой приезжайте. Это поезд ласточка называется, электричка. Если опоздаете на первую, второй приедете, уже тут народу дофига будет. И уже не так интересно будет. Когда мало народу, вот ходите, это на экскурсии интереснее. Намного. А когда толпы, там уже не так уж. Смотрите, какая высота. Посмотрите, облака, Достар. Мы до облаков добрались. Обалдеть! Тут ничего же не видно! Что мы будем смотреть? Тут вообще ничего не видно. Все, мы прибыли. Конечная станция. Уф, ушынан сыгырға куркан, меня прямо ташит. О! Посмотрите! Обалдеть! Видали? Облака где? Мы выше облаков! Офигеть! Посмотрите, что я там увидела, Гайырдар! Что они тут делают, Карагандултар? Что это за фигня? А мен курама Гайырдарда? Это... Что там делают коровы? Что-то я не понял. Ну да, вообще коровы купат. Это сочинские коровы. А то нам сказки рассказывают, типа, вот, в Альпах только, Альптың башындағына пасут коров, из них делают альпийское молоко. Из альпийского молока делают вкусный шоколад молочный. Вот, у нас тоже, между прочим, тут в Сочи есть сочинские коровы. И из них, наверное, делают сочинское молоко. И из них, наверное, вкусный сочинский шоколад. Мы находимся на высоте, Достар. Вот, посмотрите, 2320 метров над уровнем моря, Достар. Понимаете? Это вот на такой высоте сейчас я нахожусь. Как будто дышать тяжело. Вот такая вот большая смотровая площадка. И тут стоит какой-то камень. Я не знаю, что это за камень какой-то. Вот. И тут вот даже карта, видите, гор. Кавказский хребет. И сейчас я вам покажу вид с этой смотровой площадки. Страшная красота, да? Или красота, страшная сила, или что там. Ай, короче, запутал. Тут, короче, прямо болоттар, прямо весь бет болот ізінде уже почти находимся. Ондағы болот, вот уже уж болот потихоньку вот на нас идет, понимаете? И скоро этот вид может закрыться, поэтому я быстренько вам отсняла, чтобы вы тоже насладились этим шикарным видом. Ой-ой-ой. Но если сюда приедете, обязательно что-нибудь теплое возьмите. Мы пересаживаемся на самый страшный фуникулер. Он открытый, представляете? Маленький, вот такой вот. Посмотрите. Ну все, Достар, мы поехали. Это будет очень страшное зрелище. Я вообще боюсь такой высоты, блин. В том фуникулере мне более-менее казалось безопасно. А вот в этом открытом фуникулере нифига не безопасно. Видите? Я же вам сказала, посмотрите фильм «Замерзшие».
Прямо про такой фуникулер. На реальных событиях снятый. Офигительно страшный фильм. Вот такой вот вид, Достар. Мы спускаемся к водопадам. Говорят, там внизу где-то водопады есть. О, Достар, смотрите. Тут, короче, не только коровы обитают на высоте 2000-3000 почти метров, но и лошади. Видали? Тут горные лошади мы нашли. Вот они. Қайда барырға, отпускаға да, чемоданчиктарға да ияға да, өтегеден машинаға отыраға да, и келәхіреді мына ошы орындарға. Келәхіреді Сочиға, Адлерға ялықтырға, жингер яқын, жингерді күт қыдырып ятағығыд, қояшта витаминизироваться етіп, шунан бұн барағығыд, Абхазияға барағығыд, шунан бұн барағығыд, мұнда Роза Хутор, Красная Полянаға, и наслаждаетесь вот такими шикарносными видами. Альберт, самолет күтмеге бар бақтайлы бізге бір кішіге. Обратно? А и туда-обратно. Вот 30 тысяч. За прошлом году ездили в Анапу. А нет, мы же на машине вообще не ездили. В Анапу ездили лет 10 назад. А, лет 10 назад на машине. Мы столько же денег потратили, как и на самолет. Потому что с детьми то они хотят без конца кушать, это хотят, то хотят. Останавливались в отелях, спали, и по деньгам все равно так же вышло туда. Поэтому подумайте, ехать на машине или лететь на самолете. Как наша квартира, которую мы прямо в центре снимаем, сутки 10 тысяч. И, кстати, многие даже в Авито не заходят, не смотрят, а приезжают и прямо на месте там же и ищут. Потому что везде написано, сдаются дома, сдаются квартиры, сдаются гостевые. Медведи там туда-сюда. Да нет, ребят. Они вас боятся, эти медведи, блин, поверьте, они боятся вас безумно. Ага. Они что же живые, да? Скучно, да, здесь? Да, ну заберите меня. Давайте. Давай. Видите? Дорожный патруль хочет домой, Достар. Горный патруль. О, нифига себе, Достар! Тут какая шикарная красота! О, видали? Мы, короче, решили пойти по бесплатной тропе, потому что она самая короткая. К платной мы не рискнули, не из-за того, что нам жалко денег, а из-за того, что Достар там идти 2 часа. Это как Таганайда. Тоже вот так же по лестнице поднимались почти до вершины. О! Вот водопадик маленький. Кстати, по всему маршруту есть скамейки. Можно отдохнуть спокойно, присесть, халяларга водичку попить и пойти дальше. Ой, молодцы, конечно, да. Что во время Олимпиады построили такую красоту. Вот не было бы Олимпиады, мы бы не видели такую красоту. А сейчас вот наслаждаются люди, ходят. Это же мы высоко в горах, бля. Вообще капец же мы высоко. Эта тропа очень короткая оказалась. Мы дошли уже до самой точки, короче, где находится водопад Менделя. Он назвал в честь местного жителя, оказывается. Прикиньте, в этих местах какой-то Мендель был достаточно. Вот, смотрите, какой шикардосный водопад. Очень крутое место. Вот, смотрите, вниз спускается река потом. Вообще, очень шикарное место, Достар. Обязательно приезжайте сюда. Это мы выбрали самый короткий путь. Есть еще, говорю же, платный путь. Там, говорит, очень много водопадов. И есть самый большой водопад. Он, говорит, спускается 75 метров. Прикиньте, Достар. Мы на этот раз решили туда не подниматься. Приедем в следующий раз. Пока что нам вот этого вот достаточно. О, красота, да? Согласитесь, это же вообще мега прикольное место. Сфоткайте нас! Доброе утро! Спасибо! А что вы там целый день сидите, да? Да. Офигеть! Курдывый Достар!
Голый торс мужик утра фоткать деп. Мен ана кішкенде көрдім ол тұшын. Күнімі жында утра. Фотограф. Вот это интересно, да? Не работа, а мечта какая-то. С голым торсом фотограф Шергеня ведь. Вот, прикиньте. Здесь уже, пока мы подъехали, уже фотография готова. В магнитиках могут сделать и могут в электронном виде сделать. Вот видите, вот такие цены. Маленькие 950, 1300, 800, вот такой есть, 1000 есть. Блин, какой вы хотите? А сами выбирайте, какой хотите. Если хотите получить еще острые ощущения, Дултару, вообще капец сильно острые ощущения, вот есть канатная дорога. Вот видите, вот тут вот человек идет. Видали? Вот канатная дорога, она вот такая длина среди гор. Вот, можете походить. Цену только не знаем. Мужиктың аяқтары қалтыраған уже. Штанына ебәргеген отрагураган даже идти не может. Сколько сказали стоит? 2000? Вот. Это сумасшествие стоит 2000. Пожалуйста. Ух ты, вот и готовые магнитики, видите? Вообще быстро все. Да. Мужик с голым торсом молодец. Вот, Регина Хамакхун Турхагас достар. Вот. Уже сағат 11-да көргенмін. Уже народ начал собираться. Потом не сможете спокойно насладиться красотами. Везде очередь. Ну, наконец-то, достар, мы будем завтракать на высоте 3000 метров. Тут, оказывается, тоже проблема с интернетом, оплата наличкой. Итак, доктор, вот мой завтрак, что-то с сыром. О, горячий, красота. Что-то с сыром очень вкусно. Эдемси как сам, кстати. Прикинь. Хоп-хоп. Аблебехова сяй-зяйк. Я это не буду снимать. А то сейчас подумают, что... Специально. Именно тебе, почему именно тебе? Вот. Я поэтому это лучше не буду снимать. Ты уже снимаешь. Ну, Это было точно, да. Албетка хачапурига сезлекті. Второй раз подряд. Үндешмей бердім. Хачапурига түгіл, хинен. Минин лепешка. Это моя карма какая-то. Я отрабатываю какую-то карму. Видать, я в прошлой жизни или в этой была поваром. Или там пешергелем, или урласханом куп. Шуның арқасында меня постоянно ресторандарда косячный блюдалар иләгә. Итоги нашей поездки, доктор. Вот такую поездку, чтобы съездить, Роза Хуторга, покататься на фуникулерах, посмотреть водопады, там попить чай, туда-обратно с дорогой вместе на одного человека где-то выходит около 5000. Это минимум, доктор. Ну, пускай будет максимум 6. Вот так вот выходит где-то. Это еще плюс фотография туда вошла, магнитик. Вот где-то около 5000 надо. Если вы семья из 4 человек, такую поездку где-то надо закладывать 20 000. Представляешь, да? 20 000. На полдня, да. Да, на полдня, да. Вот такая вот сумма выходит в старт. Вот, что? Ванна, готовимся к рубрике. Ванна же должна быть чистая. Я как бы не планировала. Бірдешке ұшқайым жуық шаманы уже. Представляешь, мы хотели алқау. Давай, алқау ванна. Нам надо чистая ванна. Чистая. И когда ты купальник аталаты, как будто собираемся әлемі кештіргі. Өте. Біз бұнда мұнса таппанық та доктар, и поэтому рубриканы решили отснять в ванной комнате. Это будет самая короткая рубрика «Голая правда». И самая необычная. В ванной комнате будет. Хорошо, салат даем, да? Я тоже свою даем. Давай, Хинда, даешь что? Сил наберем сюда. Буду проверить, горячее, не горячее, хорошо наляли. Как будто еще что подкамать мне прям. Подумайте еще, элемештэй дәрте. Біз пена істейміз, пена. Еще хоть кинь ваганты. Регина, кстати, мне свой купальник подарила. Сиреневый. Красивый, нет? Ой, вон добрый мой, урный. Так, надо мне нести утром. Если что, гудаса не дали. Да, давай. Утром буду смотреть сейчас. Вот это же крутится. И останавливала. Ты не знала? Нет. У нас же нету ванны. Я не знаю. Остыл? Да, потому что... Ну давай, садись. Хорошо. Ну а что у нас, конечно. Я просто уже на утро ушла. Нас видно, нет? Дорогие друзья, начинается голая правда!
с Региной Юльякшиной. И снова с вами рубрика «Голая правда» с Региной Юльякшиной, со старшей сестрой Элвина Грея, с нашей звездой мега крутой республики Башкортостан и республики Татарстан, правой рукой, между прочим, звезды. Вы сегодня узнаете все тайны личной жизни. Погнали! Какую должность Регина занимает в команде Элвина Грея? Кем ты там вообще работаешь? Изначально я начала работать просто, помогала с костюмами Радика. То есть гладила, они всегда чистые должны были быть, переодевала его во время концерта. Вот. Сейчас я занимаюсь продажами мерча. Ага. Что такое мерч? Мерч — это футболки, календари, блокноты всякие. В общем, все это продаю я. Сама заказываю и сама же продаю. Ты купила квартиру где? В Казани, да? Да. Сколькикомнатная она у тебя? Двухкомнатная. Двухкомнатная квартира. Между прочим, Регина Юльякшина является очень богатой невестой на сегодняшний день. Она холостая и не состоит ни в каких отношениях. Но у тебя были отношения с Семеном. Кто у нас Семен в команде Элвина Грея работал? Семен работал директором, концертным директором Радика. Ага. Прикиньте, концертным директором Регина Юльякшина закрутила роман. Расскажи, пожалуйста, про эти отношения. У вас же они 5 лет длились. Да, 5 лет мы жили вместе. А что рассказывать? Ну, просто как-то закрутилось, завертелось, и вот начали вместе жить. 5 лет прожили, это же не маленький срок. А почему Да. вы расстались? Почему никакой свадьбы? За 5 лет люди успевают пожениться, завести детей, потом еще и развестись. А как так у вас получилось? Вначале он думал, а потом начала думать уже я. Как это понять, он думал? Ну, я, наверное, намекала там по-своему как-то. Он говорил, и так же нормально, и так же все хорошо. Да, а потом... Не хотел жениться! Наверное, не знаю. Короче, ну так, представляете, Семен-то, оказывается, не хотел жениться. Ах ты, Семен, упустил свою возможность. Вот теперь ходи. Меня Паша Бравеля Каракмейхер. Наверное, не знаю. Но я слышала, вот, что у вас отношения были какие-то такие прохладненькие. Хотя вы жили вместе, вы такое ощущение сказалось, как будто вы не вместе. Вот, как будто не пара. Почему так? И я слышала, вообще слушок был, что ты вообще Семена на самом деле не любила. Просто от одиночества и из-за того, что вы вместе работали, вы сошлись. Это правда нет? Вот такие слухи ходят, между прочим. Кто тебе такое сказал? Ну а что, я тоже артистера кручусь, верчусь. Много чего слышу и много чего знаю. Ну, блин, просто обычные отношения были. Была любовь? Ну, Скажи честно, скажи. ну, нравится. Нравился. Нравился. Никакой любви тут там не было. Представляете, человека 5 лет, короче, Регина Юльякшина мозги ему пудрила, а любви-то и не было тут так. Ну, он, наверное, больше любил, чем я. Да? Да. Сейчас открыты к новым отношениям? Естественно. Это было так. Регина Юльякшина открыта к новым отношениям. А еще я слышала, что ты очень хочешь завести ребенка. Это правда? Да. И слышала, что даже если даже не будет серьезных отношений, что ты можешь Для себя. для себя. Это правда? Да. Если даже сама не смогу, то я готова была, думала о взять ребенка. Усыновлении? Да. Вот. Думала об этом. Но сейчас пока я эту тему опустила. Пока нет, не готова. Вот. Потом посмотрим. А сейчас, дорогие друзья, мы разберем самый скандальный скандал Регины Юльякшиной. Короче говоря, вы помните все, а может быть и не все, но я хочу освежить память. Недавно буквально был скандал у Регины Юльякшиной. Ее обвинила. Короче, мы не будем говорить кто, но мы будем говорить ведущая обвинила Регину Юльякшину в том, что она увела мужа из семьи. Сейчас возьмем комментарий у самой Регины Юльякшиной. Правда или нет? Да, была такая ситуация, меня оклеветали. Прям на всю Башкирию про меня пошли слухи, то, что я увела мужа из семьи, то, что там 2 детей остались. На меня, мне писали такие сообщения, типа балаларның көрешлері еңет үшін, вот того что-то, я вот точно не помню. Вот, и я хочу сейчас рассказать
свою версию этой истории, как было на самом деле. Эта девушка выложила у себя на аккаунте сторисы о том, что Регина Юльякшина увела ее мужа из семьи. Вот она прямо в сторисах все это рассказала и выложила. И там такой скандал разразился, что некоторые паблики подхватили и все это начали выкладывать. Вот кто не видел, поэтому для тех и объясняю тут. Я свободная девушка, я могу общаться и встречаться с кем я захочу. И, во-вторых, он был на тот момент в разводе, он свободный мужчина. Естественно, у нас дальше закрутился роман. Значит, роман это правда, да? Да, это А раз этот мужчина был в разводе, почему, какого черта эта девушка, телеведущая, у себя в сторисах обвинила тебя в том, что ты увела ее мужа из семьи? Мои любимые родственники донесли вот эту такую информацию только для того, чтобы мне насолить. Потому что мы сейчас не общаемся, мы переругались, и вот они выдумали, и все это до нее донесли. Она в это поверила. Вы думали, что? Ну, то, что как будто бы я с ним уже встречалась тогда, когда он был женат. Когда он был женат, да? Да. Получается, до развода. Да. Вот такую историю они выдумали, и до нее донесли. Она в это поверила. На самом деле это было совсем не так. В то время я с ним вообще даже не общалась. Ей должно быть все равно. Ну да, ей должно было быть все равно. Ну, видимо, у нее какие-то там чувства, наверное, проснулись. А хотя я знаю, что она хотела сама этого развода. Она сама хотела уйти от него. Она всегда всем говорила, что я разведусь, мне это надоело. А в итоге, получается, когда ей донесли вот эту информацию, вдруг она опять его полюбила. Получается так, да? Да. А сейчас, на данный момент, они снова вместе, я слышала это? Да, сейчас они вместе. Я им желаю счастья. Слышала, этот же человек тоже занимает очень хорошую такую должность. И как повлияло на него вот этот скандал? Вообще никак. Никак на него не Он повлияло? спокойно отреагировал на это и все. М, Уже привыкший к этому. Он привыкший к этому. Он, значит, часто участвует в таких скандалах? Нет, нет? его частенько бывает хейтят. Просторы в интернете, как бы у нас уже иммунитет на это. У нас уже, да. Значит, вы, кстати, доктор, должны знать, кто живет в Республике Башкортостан, этого человека. Его очень часто хейтят. Подумайте хорошенько, кто это. Его очень часто хейтят, этого человека. А как повлияло на жену его? После того, как она узнала, выложила про меня сторис, я думаю, ладно, пофиг, пусть выкладывает, как бы мне ни жарко, ни холодно от этой ситуации. Думаю, поговорят про меня и забудут. А на следующий день, значит, я просыпаюсь, и мне говорят, что ее уволили. Позвонил ей директор или кто-то там, ее уволили. И самое главное, все подумали, что это сделала я. Я этого не делала. Кто бы там что ни говорил, естественно, я думала, я отпустила эту ситуацию, думаю, пусть ладно, про меня поговорят, ничего страшного. Но я этого не делала, я не такой человек, я не буду мстить. Ей бумерангом потом все вернется. Сейчас, получается, она не работает. Нет, сейчас она уже работает. Она обратно. Постарался ее, опять-таки, вот этот муж. Бывший твой парень. Да. У тебя не возникало вот таких вот мыслей, да, когда к тебе клеятся мужчины, что они клеятся к тебе, потому что ты сестра Элвина Грея. Вот таких вот. Очень много. И причем, когда я с ними общаюсь, разговариваю, тут сразу видно. Я уже такая, все, до свидания. Как это видно, расскажи. Не знаю, они постоянно спрашивают про Радика. То есть не про меня лично, а вот именно интересуются вот, а как он песни пишет, а где он живет, а где он сейчас, вот так вот задают вопросы. Нифига себе, смотрите, доктор, какие корыстные мужчины знакомятся с Региной, типа хотят завязать отношения, чтобы выйти на Элвина Грея. Прикиньте, какие корыстные мужики, да? А женщины вот так вот с тобой вот завязывали отношения, чтобы выйти тоже на Радика? Вот типа набивались тебе подружки? Ну, было, да, но это раньше было. Сейчас я уже знаю, с кем надо общаться, с кем не надо. И я слышала еще одну такую вещь о том, что когда Элвин Грей женился, у Регины и Радика немножко охладились отношения. А сейчас мы узнаем, правда это или нет. Правда это или нет, Регина? Скажите честно. Вначале, конечно же, так, потому что, человек пришел в нашу семью, и нам как-то было некомфортно. А Радик, это у нас единственный мужчина. Кому это нам было некомфортно?
Ну, не нам, блин, неправильно сказала. Короче, не нам. Мне скажи. Да. Регина Крылешкин, я так понимаю. Да, сейчас все, я уже привыкла, мы с Ильей очень хорошо дружим. Помой, наверное, сразу. Ben yolmayayım. Ben sayınım сыграйым енді. А мне хочу полностью помыться. Ну, мен хотя бы пенаны давай смойлар. Давай, давай. Ага. Потом... Мен шунда тұрам. Давай, мен осында тұр тогда. Мен қарай тегірен ұшын алам да. А то шыл бұяққа. Блин, ненормальныйдар ты. Еру алалар ты бұнда. Вот эти кадры мне даже Это я себе поставлю в конце. Это наоборот бомба будет. Дай мне пойдем. Ой, шунан кейін синяк. Ну, она какая снег, Менің де аяқтарымда бір синяк. Мынаған да қара синяк. Мынаған да синяк. Давай, иди, как Ладно. Hayır, köşeler bana penal ayakkabılar da şu böyle sırana gitti. Takım bütündeyi sayıları. Böyle uzaydı. Bunlar iki de idende bir sinek sesleri. Kurunda kapkara oluyorlar. Это, блин, я полотенце же не взяла. Сейчас я тебе принесу полотенце. Ушунда koyarım ellerim. Hadi. Неге? Ладно. Ой, помыть меня шумно вообще. Ой, ты просто туда. Ну, лагу уже вообще. Все, доктор, наша рубрика «Один день». Какой один день? Наша рубрика «Голая правда» пришла к концу. Надеюсь, доктор, вам понравилось. Регина была очень искренней и рассказала всю правду. Вот смотрите, что вы делаете. Сейчас одну таблетку это пьете. Проходит 2 часа, никакой водички, ничего не надо пить. Вот как уйдет вот этот, то, что вы чувствуете, тошнота, начните пить полисорба. 1 столовая ложка, чуть-чуть в воде разводить и принимайте. Я опять подхватила ротавирус. Прикиньте, это меня Бог наказал за то, что я со смехом рассказывала про эту болезнь. Прикиньте, на пляже на 200 рублей в туалет сходила. 50 рублей стоит 1 раз ходить в туалет. И у меня начался понос, и мне пришлось почти, даже какой на 200, значит, почти на, наверное, 500 рублей я там туалет обосрала. Это было ужасно, доктор, это было ужасно. Потом я пришла в аптеку, вот, выпила там какую-то таблетку. Сил нету, меня тошнит, мне спать охота. Представляете, у меня вообще сил нету. Они потом на твои вот эти вот 400 рублей отмывать его после тебя. Ему уборщица. Я сухую, туалетный утенок поможет только. Нормальный был после меня туалет, ты что совсем что ли? Туалетку потом будут покупать кончено. Алет. Senin тоже телin yaman ha Azalya. Minikine okşagan böyle. Неправда. Правда. Нет. Вот давай впечатление расскажите. Про подступать. Прикольно. Но в целом территория парка большая, очень сильно. Ну, было очень-очень жарко, солнечно. С нас пот просто ручьем тек, мы были все потные, грязные. Пенная вечеринка была еще. Да, кстати, постоянно какие-то шоу, там зоопарк есть, дельфинарий. Стоит туда детям идти? Нет. Про еду. Еда, кстати, вкусная. Можно брать? Нет. Мы не знаем. Ну, мы, короче, кушали вареники. Там при входе есть, типа, кафешки. Мы туда зашли, поели там вареники. Очень вкусно было, кстати, со сметанкой прям. Территория парка очень красивая, большая, все так ухожено, чистенько, не грязно, мусор нигде не валяется. Мне кажется, надо приходить только под вечер, когда уже почти, ну, там есть, короче, билет вечерний чисто с 7 до 10. Там 10 парк закрывается, потому что... Вот, и он дешевле стоит. Есть еще билет, скороход называется. Он стоит 12 тысяч вроде. Да. Без очереди, короче, там. Без очереди проходишь на горке. Угу. В очереди стоишь по минут 30-40, вот, а аттракцион сам минуты 2. Камеру возьми, снимай, кинем да. О, она дура. Вот. Не больно скрыта, халендю. Не скрыта, говорят. Ой, да, там света нет, да. Итак, Золотар, мы будем сегодня готовить этот, как там его, мясо по-французски. Или картошка по-французски, я не знаю. И молодец, они помощники. Я молодец. Что, сегодня не пил? Нормально? Вот не пил, блин. Вот думаю, сейчас в магазин надо сходить. Папа сегодня не пил же. Наверстать упущенное. Да, наверстать упущенное. Потому что я заболела.
Он молодец. Если я болею, он всегда рядом со мной. Беспокоится обо мне. Все помогают, кроме Регины Юльякшиной. Она не будет есть. Да, она не будет есть. Мы ее сегодня кормить не будем. Мен помогу тебе, была мен удым без бешеран и юг. Не хотор осықты. А мне сказали 3 дня не есть вот так. Вот сейчас я вот думаю, блин, у меня сил вообще нет, я хочу кушать. Как я вытерплю 3 дня? Гранат слушайте-ка. А именно граната жығыдылы. Какой гранат? 1000 рублей стоит килограмм. Давай асығыда. Ладно, я соберу. Мен де хоть ашыға бермеймін. Потерпите, минут через 30 тоже приготовится. Гранат ошо. Это домашний фарш, потому что а тут всякие ресторандағы максийские письки нам тут. А ты думаешь, там какое мясо? Очень вкусно. Вкусно, да? А то меня соль не могла понять. А как же твоя любимая? А кто готовил? А кто готовил? Да. Очень вкусно. Приятного аппетита. Вот, үйде әділдер керек, достар. Ничего, ресторандар будет паша береді. Вот такое вот блюдо получилось. Видали? Вот, духовка хозяйканың бар. Ну, вот енді банда фаршта картошка енді. Морковка.